Т-110Е5. Тяжелый американец 10 уровня. Красивый, статный, да еще и с интересной историей. Его или любишь, или не до конца понимаешь. Равнодушным остаться невозможно. Но он не всегда был таким. Когда-то давным-давно в World of Tanks было 3 грозных тяжелых танка. Советский луноход ИС-7, немецкий Титан Маус и американский убийца Т-30. Эти богатыри диктовали правила игры очень долго. Но однажды все изменилось. Т-30 лишили его славного звания и понизили до противотанковой самоходки 9 уровня, а на его место пришел Т-110Е5. Он сильно отличался от предшественника и ломал привычные стереотипы. Игровое сообщество негодовало. Вместо танка со средним уроном в 750 единиц получили 400. Но через пару дней негодование прошло. Все быстро поняли, что перед ними универсальный солдат. Солдат, на которого можно всегда положиться в бою. Вот тяжелые представители старейших игровых наций. Стремительный француз АМХ-50Б, немецкий Титан Маус и советский красавец ИС-7. Им предстоит миссия под кодовым названием «Неудержимые», а возглавит ее американец Т-110Е5. Основная задача – пробраться на базу противника и уничтожить главаря. Второстепенные задачи – произвести разведку и зачистить территорию. Танки выходят на позицию. Создатели Т-110Е5 готовили американца к проходу через туннели и сделали его очень компактным. Это самый маленький тяжелый танк 10 уровня. Даже средний Паттон и то больше. Мало того, что размером не вышел, так еще и вес у него минимальный. Все это дает американскому мальчику с пальчик неплохую скорость в 37 км в час и отличную маневренность. Танк быстро занимает ключевые тактические точки, а из-за низкого силуэта по нему трудно попасть. Тот же француз, хоть и быстрее, но уже наловил снарядов в свою картонную броню. Т-110Е5 не боится карусели. Башня и корпус у него вращаются хорошо и не прощают ошибок опрометчивым героям. Французский охотник уже почти добрался до первого укрепления. Т-110Е5 и ИС-7 догоняют, а немецкая гора неспешно ползет в хвосте. АМХ-50Б занимает позицию для разведки, но, как это часто бывает с быстрыми французами, лопается от меткого попадания фугаса. Впереди засада, и команда настроена мстить за товарища. Лобовая броня корпуса у Т-110Е5 – настоящая песня. Это цельный кусок литой стали, без швов и стыков, с непробиваемой полоской в 254 мм. Верхняя часть носа стоит под таким углом, что приведенная броня там стремится к бесконечности и по стойкости легко поспорит с молотом Тора. Любимое дело вражеских снарядов в игре – рикошетить от носа Т-110Е5. Нижний бронелист более уязвим. Там всего 114 мм. Хотя это не единственное слабое место Т-110Е5. Борта и корма у танка броней не блещут. Да что лукавить, там ее совсем нет. Неаккуратный выезд на врага, и вот уже снаряд без особого труда долетает до боеукладки. Иногда кажется, что американец — это одна сплошная боеукладка.
Единственное спасение — это укрытие, укрытие и еще раз укрытие. Не подставляешься — не погибаешь. Все просто. У Т-110Е5 есть одна приятная особенность — умение танковать бортом. Дело в том, что за гусеницами у американца идет очень хитрый по своей форме корпус. Стоит только выехать из-за укрытия под правильным углом и подсунуть врагу бок на блюдечке. Выстрел, снаряд проходит через широкую гусеницу и теряет часть бронепробития. А впереди еще участок основной брони под большим углом. И вот в таком положении пробить Т-110Е5 могут далеко не все. Например, объекту 263 и ИС-7 с орудием 130 мм — это не под силу, как бы они ни старались. Но вот самоходка ИСУ-152, хоть и ниже уровнем, уже пробивает американца. В чем же секрет? Ответ кроется в правиле двух калибров. Если калибр орудия превышает толщину брони более чем в 2 раза, то угол нормализации при попадании вырастет, а значит и броню пробить снаряду будет легче. В бортах у Т-110Е5 по 76 мм стали, и танковать противников с калибром больше 152 мм уже не получится. То есть получится, но недолго. С башней у американца все хорошо. Она, конечно, не такая, как у ИС-7, но обтекаемая форма и прочный лоб способствуют непробитиям и рикошетам. Правда, есть один неприятный момент. Т-110Е5, как настоящий денди, падок до внешнего вида. Посмотрите на эту элегантную ковбойскую шляпу на его башне. Ладно бы там была каска, но американец предпочел фасон Клинта Иствуда. Ну а с такой экипировкой грех отказываться от дуэли. Напряжение растет. Кажется, даже воздух вокруг стал вязким, а время замерло. В этот раз повезло. Но командирскую шляпу стоит беречь как зеницу ока. Хороший способ для этого — танцы. Т-110Е5 виртуозно отплясывает корпусом и вращает башни из стороны в сторону. Завороженный американскими ПА, противник потратит немало времени и снарядов, пока будет прицеливаться. А в это время можно отступить за укрытие и спрятать левую часть танка. Так командиру точно ничего не грозит. Перед героями остается последний рубеж. Т-110Е5 и ИС-7 срываются с места. Маус тоже пытается сорваться, но получается у него только тихонько тронуться. Не успевают герои проехать и пары метров, как противник устраивает артобстрел. Американец, практически не снижая скорости, пролетает участок, а ИС-7 отстает. Мгновение, и боец взрывается от меткого выстрела артиллерии. Т-110Е5 остается в компании неспешного Мауса и мчится наказывать артиллерию. У него отличное орудие, точное и скорострельное. Оно метко стреляет на ходу, быстро сводится и прицельно бьет на дальней дистанции. А хорошие для тяжелого танка углы вертикальной наводки просто созданы для игры на холмах. Так, уязвимый нижний бронелист спрятан, и перестрелка с противником становится безопасной. Неплохое пробитие в 258 мм и высокая скорострельность делают из американца универсального убийцу. Около 2500 урона в минуту. Это верная победа в перестрелке 1 на 1. Если, конечно, все снаряды пробьют броню. Т-110Е5 уверенно расправляется с противниками, но запас здоровья почти на нуле. Не стоит недооценивать коварство врага и терять бдительность, даже когда кажется, что победа совсем
близко. Т-110Е5 – это универсальный солдат, способный разорвать любого. И сейчас ему предстоит финальная, смертельная схватка. Но это уже совсем другая история. Чтобы узнать больше об этом танке, переходите на сайт t110e5.ru.